Сейчас идет активное бронирование мест отдыха в Абхазии. Как уберечься от мошенников в течение этого процесса, которые могут продать несуществующие путевки в Абхазию, расскажет главный специалист отдела информационного сопровождения и имиджевой политики Министерства туризма Республики Оксана Топагуа. Но Оксана здесь меня поправляет. Кто вы? Я начальник отдела информационного сопровождения и имиджевой политики Министерства туризма Республики Абхазия. Да. Итак, как не попасться на удочку мошенников в процессе бронирования отдыха в Абхазии? И вообще, какова ситуация? Есть ли жалобы, есть ли какие-то попытки пресечь? Есть, уже конечно, кого да. Нашли? Уже, может быть, есть какие-то подозрения и так далее? Какие-то действия ведутся? Вот расскажите все, пожалуйста. В связи с тем, что в последние годы отдых в Абхазию спрос возрос, очень много мошеннических сайтов, которые предлагают свои услуги. Очень часто туристы и гости нашей столицы и нашей республики не сверяются с информацией, с официальными источниками Министерства туризма. Напоминаю, я много раз об этом говорю и везде, пользуясь случаем, напоминаю, что на официальном сайте Министерства туризма есть официальный реестр объектов размещения всей республики по районам. Там, где указано название объектов размещения, контакты, адрес, и все подробно указано. Если у этого объекта размещения есть официальный сайт, то он там обязательно будет указан. Но бывают такие случаи, когда в реестре нет того объекта, который хочет. Он звонит на горячую линию. Пользуясь случаем, напоминаю, что горячая линия работает беспрерывно 24/7 в 5 утра. Неважно, в 3 утра мы отвечаем на звонки, обрабатываем информацию, как можно оперативно отвечаем, предоставляем информацию туристам. Номер назовите сейчас. 8 800 505 42 40. Это не российский номер? Это, да, горячая линия, она работает 24/7. Я тоже отвечаю на звонки на горячей линии, поступают просьбы, жалобы, но очень часто туристы, прежде чем забронировать, не обращаются. Они уже забронировали, где-то услышали информацию, что есть мошеннические сайты, начинают прям звонить, спрашивать. Чтобы что мы делаем, да, что мы делаем, как это вообще происходит. Как только к нам поступает звонок с просьбой проверить, мы записываем данные этого туриста и числа, которые он забронировал. Мы обращаемся в этот объект, связываемся с ними. На этом объекте у нас всегда есть с ними связь, обращаемся к ним, нам дают информацию. Эту информацию мы всегда проверяем, спрашиваем у них, тот или иной человек, который сделал нам запрос, забронировал ли у вас или нет. Они нам говорят, да, есть, мы подтверждаем бронь. Если бронь не подтверждается, к сожалению, такое бывает редко, но бывают такие случаи, бывают, мы сообщаем, что вы не забронировали, скорее всего, это мошеннический сайт. Мы начинаем проводить проверку, точнее, извините, пишем письма в соответствующие профильные ведомства. Это на имя министра иностранных дел, внутренних дел, Роспотребнадзор. И отправляем письма, да, чтобы они провели расследование. К сожалению, некоторые гости не понимают, что мы не уполномочены, не имеем права блокировать эти сайты. Это должна проводиться определенная работа, расследование, только потом выясняют, только потом блокируются эти сайты. Это не такой долгий процесс. Но прежде чем это все мы направляем письма, мы готовим информацию и предупреждаем, что это мошеннический сайт на всех наших ресурсах, связываемся с телеканалами и со всеми агентствами, даем такую информацию, что есть такой сайт, и нужно быть осторожными, бдительными, сверять информацию с официальными данными Министерства туризма. Но есть еще один момент. Все гости, которые приезжают в Абхазию, они не так часто сверяют информацию. Да, кстати, я хотела спросить, вообще кто-нибудь заглядывает на сайт Министерства по туризму? Когда у нас есть возможность, мы везде всех предупреждаем и везде это говорим. Любое наше интервью мы всегда стараемся уделить внимание этой теме. Всегда говорим, пожалуйста, сверяйте информацию. К сожалению, мы не можем остановить поток негативной информации в интернете. Так как есть и позитивная информация, есть и негативная. Мы не можем остановить это. Максимум, что мы можем сделать, это проводить регулярно мониторинг. В прошлом году... А как часто, кстати, вы проводите Если честно, мы каждый день держим руку на пульсе, каждый день сверяемся, проверяем по реестру. И еще, пользуясь случаем, Белла, если вы мне позволите, я обращусь к тем, кто меня слышит, это ательеры.
Просим их сотрудничать с нами активнее. Если у них меняются данные, телефоны, почта, официальные сайты, пусть сообщают нам, мы размещаем совершенно бесплатно у нас на сайте, на официальном сайте. Это облегчит и нам работу, и туристам легче забронировать и выйти на связь. И очень часто мошенники пользуются обычно тем, что у некоторых крупных объектов нет официальных сайтов. Мы прекрасно понимаем, что вести официальный сайт — это другие ресурсы, это не социальные сети, это другие финансовые возможности и ресурсы. К сожалению, не все объекты могут позволить себе вести официальные сайты, поэтому мошенники, пользуясь этим, часто создают такие левые страницы, левые сети под видом официальных страниц, продают путевки, бывают на объекты размещения выходят. И очень часто нам звонят люди и предупреждают, и говорят. Мы тоже, в свою очередь, работаем над этим активно, стараемся проверять любую информацию. Если даже у нас есть важные дела, мы сразу все это бросаем, начинаем заниматься этим вопросом, стараемся в кратчайшие сроки узнать, обработать информацию и передать туристам. А вообще сейчас активное бронирование идет? Да, бронирование активное. Но просто зависит. Была сегодня информация, что 90% Гагры уже все от места расположения, забронировано. Того или иного района, от предоставляемых услуг отеля. Но если на сегодняшний день говорить, в Гагре там пиковое бронирование 90%. Но опять-таки это все-таки зависит от расстояния от границы. В Сухуми и в других городах это от 50 до 80% бронирования составляет. Очень часто туристы в последнее время обращают внимание на те услуги, которые предоставляет отель. Это отопляемый бассейн, спа-процедуры, анимация и многое другое. Это тоже играет важную роль для того, чтобы гость выбрал тот или иной объект. Для этого периода это достаточно активное бронирование считается? Да, достаточно активное бронирование считается. В связи с тем, что происходит в мире, достаточно активно считается, да. Ну в связи с тем, что идет активное бывало и получше, конечно, в предыдущие годы. Бывало все-таки. Да, и получше бывало, конечно. В 2021 году бывало и получше, но все очень стремительно и быстро меняется. Мы завтра можем увидеть другие результаты. Если идет активное бронирование, достаточно активное, то, видимо, и, возможно, могут активизироваться и мошенники, да, и в этой связи, да, как раз если сравнивать, да, допустим, что было в прошлые годы, то в этом году вы уже на кого-то вышли, злоумышленников мы каких? подготовили, у нас была такая ситуация на прошлой неделе, что к нам обратились ательеры, что их сайт, под видом их объекта размещения, пользуются мошенники этим. Мы взяли во внимание, обработали информацию, подготовили письма, опубликовали на всех социальных сетях своих, что есть такой сайт, нужно быть бдительными. То есть один случай был? Один случай, да. В 2023 году пока один случай. Почему так мало случаев за последние 3-4 года? Это связано с тем, что Министерство туризма взяло под личный контроль и проводит мониторинг интернет-пространства часто и регулярно, на регулярной такой основе проводим. Мы каждый день, отдел информационного сопровождения и имиджевой политики, мой отдел занимается этим. Очень часто сверяемся с информацией полученной, звоним, сами бывает в отеле, звоним, узнаем, есть ли такой сайт, если появился. Но, к сожалению, не все ательеры и не все объекты размещения предупреждают, что у них появился там официальный сайт или он изменился. Мы не всегда это можем знать. Мы не успеваем за объектами размещения тоже. Да, это тоже имеет место. Не все объекты размещения отображены на нашем сайте, тоже, к сожалению. Но мы работаем над этим. И надеемся, что все ательеры, объекты размещения, которые там меня слышат, работники, администраторы, будут более активно сотрудничать с нами и предоставлять информацию. Но странно, потому что это вроде бы и в их интересах, да, иметь официальный сайт, и как-то, если ты что-то там, какие-то данные поменял, то внести. У нас, да, к сожалению, пока мы идем к этому, и надеюсь, ситуация изменится в лучшую сторону, мы будем активнее сотрудничать и будем намного лучше обновлять свой реестр объектов размещения. Как раз перед сезоном мы сейчас занимаемся обновлением, и, пользуясь случаем, обращаюсь ко всем, кто имеет отели, мини-гостиницы, дома отдыха. Пишите, звоните. Да, мы вас ждем. А еще интересно, знаете, что вы сказали, что один случай был. Как-то удалось в нем разобраться? Пострадавшие, понятно, наверное, что ущерб очень тяжело возместить, но тем не менее. К сожалению, мы
Знаете, как у нас, когда поступают такие жалобы, мы советуем обращаться в отдел МВД, в милицию, писать заявление, предоставлять все чеки о том, что они переводили, куда переводили, кому переводили, писать обязательно заявление и обращаться по месту прописки. И бывают такие случаи, у нас были такие случаи, кому возвращали деньги, были такие случаи, но такие случаи нечасты, к сожалению, не всегда возможно. Это очень долгий, сложный процесс выявления мошенников. Они очень часто теряют следы, это очень сложно, и, к сожалению, это долгий процесс. Да, и поэтому нужно держаться с нами вместе, звонить нам, узнавать у нас информацию, да, что очень важно. Ну и все-таки какие вы считаете перспективы вот на этот сезон? В плане посещаемости есть у Минтуризма какие-то, конечно, надежды? Есть, конечно, да, надежды. планы? Надеемся, что будет все хорошо, сезон будет успешным. Ну и последнее, это, наверное, вот пошаговые советы людям для того, чтобы они не повелись, да? Вот что может быть служить признаком того, что сайт, скорее всего, поддельный? Скорее всего, не скорее всего, а точно нужно всегда пользоваться услугами официальных туроператоров. Но если человек в частном порядке хочет организовать свой отдых в Абхазии, то он обязательно должен связаться с нами, вот с сайтом Министерства туризма. Там всегда висит номер горячей линии. Я еще раз повторю. Просто свериться перед тем, как забронировать тот или иной объект. А если 3 часа осталось, скидки там сумасшедшие на 50%. Очень часто вот эти скидки, да, и вы не успеете там позвонить. Вот эти скидки, кстати говоря, вы очень хорошо подметили, вот эти вот скидки очень часто и сбивают с толку наших туристов. Эти скидки, кстати говоря, вот на сайтах, где часто мошенники работают, они вот предлагают там большие скидки. Спасибо. Понятно, что это один из признаков, да. А как уберечься от мошенников, продающих несуществующие путевки в Абхазию, рассказала главный специалист, начальник отдела информационного сопровождения и имиджевой политики Минтуризма Оксана Топагуа.